Этой малышке всего 7 дней. Малика Картоева родилась недоношенным 7-месячным ребенком. Но даже за этот короткий период жизни она столкнулась с серьезными осложнениями здоровья. Еще во время беременности врачи сообщили матери Малики, что ребенок может родиться с тяжелым диагнозом – поликистозом почек. Благодаря оперативным и слаженным действиям врачей-реаниматологов неонатального отделения Ингушского республиканского перинатального центра после рождения удалось стабилизировать тяжелое состояние девочки. Девочка родилась очень тяжелой. Благодаря нашему реанимационному отделу они провели правильное медикаментозное лечение, спасли девочку. Она как бы осталась живых, так как реанимировали ее правильно, помогли ей. Мама девочки наблюдалась в женской консультации. И по нашим графикам мы обычно проводим скрининг беременности. Во время скрининга очередного было выявлена врожденная патология развития плода в виде патологии почек, поликистоз обеих почек у ребенка. Но нужно сказать, что у мамы тоже имеется эта патология, поэтому, в принципе, эта женщина, она наблюдалась. Ей, конечно же, было предложено и прерывание беременности по поводу того, что выявлены такие пороки, но женщина отказалась. Под личный контроль этот вопрос взяла министр здравоохранения республики Зарема Альянова. Она связалась с коллегами перинатального центра Санкт-Петербургского государственного педиатрического университета, которые впоследствии согласовали возможность транспортации ребенка в отделение их центра. Минздравом региона тут же была выделена квота на лечение и в считанные дни подготовлены все необходимые документы. Ребеночек находился в тяжелом состоянии, но благодаря всем мерам, которые предприняты были врачами-анестезиологами, реаниматологами. Неоднократно проводились консилиумы. Кроме того, проводились несколько телеконсультаций с Центром акушерства и гинекологии Алмазова и также с педиатрическим университетом Санкт-Петербурга, с перинатальным центром этого педиатрического университета. И, конечно же, и мама, и ребеночек находились под наблюдением. Правда, семье Картоевых на свою беду пришлось столкнуться с непростой ситуацией. Для экстренной отправки в Петербург необходим был самолет. Узнав о такой сложной ситуации, депутатом Государственной Думы Алиханом Харсеевым был организован специальный медицинский борт Центра санитарной авиации со всем необходимым реанимационным оборудованием и бригадой высококвалифицированных реаниматологов и неонатологов. И вот 8 октября Елена Картоева со своей малышкой Маликой были доставлены в Санкт-Петербург. Мы сейчас находимся в реанимации Петербурга. Состояние, конечно, очень тяжелое. Проводят всякие возможные лечения. Вчера нам провели перинатальный диализ. Это в нашем случае первая помощь, возможная нам, которая поможет продлению жизни. Сегодня мы ждем результатов. К вечеру, надеемся, девочка вынесет эту сложную операцию. Если возможен такой вопрос, почему диализная процедура не проводится у нас в перинатальном центре, я сразу отвечу на этот вопрос, скажу о том, что таких больных немного, и поэтому такие диализные центры для детей новорожденных, они не расположены в региональных учреждениях, они в основном в центральных учреждениях. И поэтому такие дети обычно наблюдаются в медицинских таких университетах, в институтах, перинатальных центрах 4-го уровня. Пока врачи борются за жизнь малышки, нам остается надеяться, что маленькая Малика Картоева скоро пойдет на поправку. Светлана Томова, Новости 24.